У нас там несколько проектов было. Один какой экстракорпоральную печень я представлял. Вспомогательная экстракорпоральная печень называется. Ага, понял. Искусственная вспомогательная экстракорпоральная печень. Угу. Это наша биотехнологическая разработка. Вот. И, технология посвящена поддержке функции печени у больных, страдающих печеночной недостаточностью, которым показана трансплантация печени как единственно возможный вариант лечения. Это актуально при циррозе, раке печени. И есть очередь на трансплантацию, да, и не все дожидаются этой операции. И много кто даже чаще всего умирает. Потому что необратимая печеночная недостаточность, она на сегодняшний день консервативным путем не лечится. И есть аналоги, основанные на физико-механических и химических, на физико-механическом и химическом воздействии, да, на плазму крови пациента, как гемодиализ, при этом плазма прокручивается через систему, при котором производится адсорбция токсинов, таких вот крупномолекулярных соединений, и альбуминовый диализ, через специальную мембрано-фильтрационную систему с альбумином производится связывание тех токсинов, которые связаны в плазме находятся в связанном состоянии с альбумином. Таким образом выводятся токсины, какие-то там соединения, мочевина, например, да, аммиак, вернее, не мочевина, а аммиак, и все. А функция печени, она достаточно широкая, там не только детоксикационная, есть определенный перечень синтетических функций, синтез белков, факторов свертывания, кофакторов, ферментов и так далее. Их очень много, биологических функций печени достаточно много, которые играют особо значимую роль на самом деле. И наша система, она предлагает дополнить эти физико-механические и адсорбционные, фильтрационные процессы, да, в гемодиализаторе, плазмофильтрате, в плазмофильтре, дополнить биологическим компонентом, то есть культивированными гепатоцитами человека. На стартап-туре, на самом деле давно было, в 2017 году, по-моему, да, выступил, в принципе, привлек внимание на данную проблематику. Потом, на тот момент, конечно, у нас не было таких подтверждающих сведений, да, жизнеспособности проекта, поэтому не получилось привлечь финансирование, внимание инвесторов и венчурных компаний. Но главное, что приняли участие. Но тем не менее получили хороший обратный опыт, да, и много с кем познакомились на стартап-туре, да, и по некоторым частям, можно сказать, даже благодаря стартап-туру проект был модернизирован, улучшен, да, и мы его представляли потом через год после стартап-тура, получается, да? Да, примерно через год после стартап-тура. Я отправил своего студента в Москву, он выступил на стартап Village, и там фонд содействия оказал финансовую поддержку после данного конкурса. Уже тогда были какие-то промежуточные результаты получены, результаты лабораторных испытаний, и увидев, что в принципе система работает, да, хотя бы в лабораторных условиях, оказали финансовую поддержку. Потом под финансированием фонда содействия мы модернизировали лабораторный образец, провели дополнительные лабораторные испытания, разработали конструкторские документации, протоколы испытаний, они все
зарегистрирована на сайте Миноборнауки РФ, ИГИС у него, который там у них единая система регистрации проектов, и поданы 2 заявки на патент. Вот. Ну, сейчас дополнительно проводится, мы расширяем, получается, результаты лабораторных испытаний и должны представить на рассмотрение в Роспатент для выдачи патента на изобретение. Вот. Ну, второй этап финансирования, конечно, должен быть при наличии уже там какого-то охранного документа, да, коим является патентное изобретение, что вот по результатам лабораторных испытаний мы должны как бы получить. Мы, по крайней мере, сейчас ждем патент на полезную модель, собственно, на плазмофильтр. И в скором времени надеемся получить патент на изобретение. Если таковое будет, уже можно будет подаваться на более крупное финансирование, потому что это будет... Ну, у нас уже есть лабораторное подтверждение, апробация на крови, на плазме пациентов с печеночной недостаточностью. Мы сотрудничаем с инфекционным отделением ЯРКБ, да, Якутской городской клинической больницы, ЯГКБ, Якутской городской клинической больницы. Вот, и они нам представляют плазму пациента с информированным согласием вот, на участие. Ну, тут это нельзя назвать клиническим испытанием, нельзя назвать доклиническим испытанием. Это просто лабораторные испытания на плазме пациентов с измененными биохимическими параметрами на предмет, получается, их нормализации этих параметров в лаборатории. Ну, вкратце вот так вот. Сейчас у нас лабораторный образец, вот, делаем прототип. И, ну, я очень надеюсь, что с 23-го, ну или со второй половины 22-го года мы стартанем до клинических испытаний на животных. Ну, на стартап-тур, безусловно, нужно участвовать, потому что, прежде всего, это нетворкинг. В стартап-тур надо идти не ради там, привлечения финансирования, там, победы и так далее, а ради демонстрации своей идеи и получения обратной связи. Вот это самое ценное для разработчиков, тем более, потому что мы тоже поначалу думали, что мы тут сами с усами, да, вот все знаем, а оказывается, много чего не знаем. Вот, и благодаря таким коммуникациям вот, нам получается там, избегать там, каких-то подводных камней, например, да, и на таких мероприятиях, по крайней мере, учишься прислушиваться к мнению там, экспертов, мнению специалистов, которые, как бы, может быть, уже прошли там, через это, и очень стоящие советы дают. Это собственно, по технологии. И потом самое главное, коммуникация же по дальнейшему продвижению. Вот, по дальнейшему продвижению там, мы... Понятно, что мы как бы живем немножко в некоторой удаленности, да, от центра страны, и много чего не знаем. А вот такие мероприятия как бы раскрывают перед нами вот, некие возможности, которые есть на Западе. Вот. Какие институты развития есть, их довольно много, и в них очень легко запутаться. И вот в этих мероприятиях люди, представители этих же институтов развития, вот прямо вот на пальцах объясняют тебе, куда, что надо подаваться, и какие есть подводные камни, и буквально даже вот указывая на конкретные персоны, вот кому писать, кому звонить и так далее. В таком формате, и это очень полезно. Вот. Ну, прежде всего, мне кажется, стартап-тур это вот коммуникация, нетворкинг. А деньги это как бы имеет такое второстепенное значение.